Киностудия «Алонфильм» готовит к столетию геноцида осетинского народа документальную картину. Предыдущий фильм, посвященный событиям 1920 года «Ирон Ванде», был основан на записях дневника карателя и ненавистника осетинского народа Валико Джугели, где он подробно излагал намерения об истреблении и изгнании осетин. Но на сей раз авторы фильма решили показать то, как осетины отстаивали свое право жить на земле предков. В ленту войдут воспоминания потомков, тех, кто на себе испытал все тяготы геноцида. Мы хотим показать, как была организована оборона, как наши герои защищали свою землю, народ, как беженцы спасались от зверств грузинской национальной гвардии, какой трудный путь им пришлось пройти. В картине мы покажем зрителям испытания, которые выпали на долю осетинского народа, чтобы в первую очередь помнили мы их потомки и не забывали. Мы должны доносить посредством фильма всю правду о геноциде до мирового сообщества. Авторы фильма затронут не только события начала 20 века, карательные акции, многочисленные зверства в отношении осетин, но и то, как со стороны грузинского государства осуществлялся культурный геноцид в течение всего 20 века. В фильме есть два главных героя. Через их судьбу мы хотим показать геноцид, который осуществлялся на протяжении 100 лет. Как мы знаем, наши соседи всеми силами старались истребить нас не только физически, но и морально, уничтожить наш язык, культуру. В фильме будут показаны события 50-х годов. Мы воссоздадим действия, которые предпринимались группировкой Матеса-Накоева. Я думаю, у нас получится интересная картина. Для более глубокого осмысления событий тех лет в киноленте немало эпизодов художественной реконструкции. Они воссозданы на основе данных историков и экспертов по геноциду, а что более интересно, по рассказам потомков очевидцев тех событий. В фильме задействованы актеры Госдрамтеатра, Народного театра и воспитанники Дворца детского творчества. Они были задействованы в реконструкциях, как беженцы покидали свои дома, умирали на пути в Северную Осетию через перевал, как их преследовали. Новый проект удалось реализовать благодаря финансовой поддержке главы государства. Съемки документального фильма уже завершены. В ближайшее время команда приступит к монтажу отснятого материала. По словам директора киностудии «Алонфильм», работа над документальным фильмом завершится в начале следующего месяца, а уже 20 июня, в День памяти жертв геноцида, состоится премьера. Роза Тедеева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.